демонтировали свои любимые ЛТшки. Динамики штатные заводские. К сожалению, от жизни, от времени, вот они превратились вот так. У них порвана диафрагма, что в одном, что во втором, правда не полностью. Попробуем лечить, так как начали искать по различным магазинам аудиоавтомобильной техники. Ничего похожего, подобного пока мы не нашли. Поэтому решили попробовать просто обезжирить вот этот порванный манжетку, вот эту обезжирить, и затем нанести герметик. Если все будет хорошо, значит хорошо. Дадим вторую жизнь нашим динамикам. Обезжириваем растворителем R12 динамичек. Так, красота. И затем берем пеносил и тихонечко нанесем на него гермет, который будет выполнять нам роль клея. Деревянной палочкой размажем его аккуратненько и посмотрим. Хорошо, если повезет. А пытка не пытка. Сэкономим деньги и экологию. Будет меньше мусора. Первый готов. Сейчас второй полечу. Второй динамик обезжирили и наносим. Вот так. Отлично. Щипочкой разровняем. Завтра утром сделаем проверку. О, автомобильный звуковой герметик. С чем вас и поздравляю. Проверяем наши динамики. Вот плоды нашего труда. Вроде все хорошо. Мембрана ходит вместе с этим. Здесь то же самое. Сейчас мы поставим в автомобиль на штатные места, включим какую-нибудь музыку с басами и посмотрим, будет оно хрипеть или не будет. Вот если присмотреться там за клемником, то видно следы герметика, который вышел вот на эту сторону. Я думаю, все должно получиться. Отключили динамики, поставили в штатные места. Могут при помощи попробуем врачей, при добавить помощи изучения в школе диабета звука. получить всю нужную и необходимую информацию для того, чтобы адаптировать свое заболевание под свой стиль и ритм жизни. Я бы, конечно, хотела еще пожелать, чтобы наши пациенты как видим, дребезжания, хрипения нету. активные, чтобы они задавали вопросы, чтобы нормально они интересовались, чтобы они вели динамик. дневник самоконтроля, чтобы... Проверяем второй динамик. На маленькой громкости все хорошо, один побольше. Хроника, документальный проект белорусского радио. Видно, что он хрипит, видно, что в одном месте, где-то вот здесь, еще есть порыв. Но ничего страшного. Попробуем его устранить. По крайней мере, левый динамик показал нормальное качество звучания. Для нашего автомобиля это вполне устраивает. Рассмотрим более внимательно наш динамик. Вот здесь вот этот порыв, который хрипел. Вот сразу мы его не заметили. Визуально вот не отличить. А теперь мы все проверим и повторим ту же самую операцию с герметиком автомобильным. О, конечно, вот оно. О. Все вот это порвано. Продлим же с динамиком. Делаем ту же работу, что и вчера. Обезжирили растворителем. Теперь нанесем тонкий слой гермета. И совсем не тонкий.
Ну ничего, мы там размажем его. О! Аккуратненько распределим по всему периметру, по всему радиусу все это дело. И подождем. Прошлись по периметру первого динамика. И для надежности еще обработали второй динамик. Я думаю, хуже не будет. Через полдня, часов через 5 сделаем испытание, проверим, насколько нам это помогло. Сайта расписание. Вот поставили на место эти динамики, после того, как обмазали все герметиком. Сейчас проверим. Давай, включай. Девушки, вы куда? Тут день рождения Зика. Громче. Послушай, красавчик, так мы свои. У нас и карты есть. Тогда добро пожаловать. В день рождения Зика всем своим гарантированная выгода по карте клиента Зика от 15 до 50%. Ну ничего. Только по 10 мая стань Ничего, своим. работает. Сейчас Получи проверим карту другой бесплатно канал. И празднуй вместе с Зикой. Солнечная Левый тачанка канал. 870 Постепенно миллилитров. увеличиваем громкость. 1,79. Ауми с любовью к покупателям. Рекламная служба Радио Рокс 286-0807. За одним твоим движением 100 оттенков настроения. Подхрипывает. Но это, скорее всего, динамики сами не вытягивают. А так, такого явного хрипа, как раньше, уже нет. Я до боли дорогая, на секунду ты другая, а я Одним словом, лучше громко не делать. Ну, по крайней мере, автогерметик помог автоакустике, и она еще послужит свое. А уж совсем сломается, поменяем динамики. Ниже поставим новые. зато с тобой сладко.